Мухаджирство на Кавказе. 21 мая 1864 года закончилась русско-кавказская столетняя война, впоследствии которой началось переселение местного населения в Османскую империю. Это событие в истории известно под именем мухаджирства. Мухаджирство является общекавказским процессом насильственное переселение местного населения в Турецкую империю, которое происходило в XIX веке. Мухаджирство связано не только с северокавказцами, но и с Грузией тоже, поскольку грузины также были мухаджирами. Население Самсхет-Джавахети было насильственно переселено, когда Российская империя покорила Халцихский пашалык в 1828 году. После этого местное магометанское население переселилось в Османскую империю. Мухаджирство как будто связано с религиозным моментом, но это не совсем так. Мухаджирство – это политический процесс. Российская империя хотела избавиться от населения, особо враждебно настроенного к ней. В 1859 году закончился один этап русско-кавказской войны, когда Россия покорила северо-восточный Кавказ, Чечню и Дагестан. За этим последовало переселение одной части населения Чечни и Дагестана до 100 тысяч душ в Османскую империю. Второй этап русско-кавказской войны и в целом русско-кавказская война закончилась в 1864 году покорением Западного Кавказа, когда Российская империя покорила черкесские племена. Война закончилась 21 мая 1864 года в верховьях реки Мзымта, где Ахчипсу, горное общество зихов, были покорено русскими, и 21 мая здесь было объявлено об окончании русско-кавказской войны. Также были переселены многочисленные черкесские этнографические группы – бжедуги, абадзехи, шапсуги, надхуаджи, натухайцы. Также полностью переселились убыхи. Переселились зихи тоже. С 1864 года Северный Кавказ стал непосредственным административным округом России. После этой войны российская власть уже решила окончательно покорять Абхазию, где еще оставалось местное правление. В Абхазии существовало княжество. В июне 1864 года российская власть прибегла к активным мероприятиям для упразднения княжества, и был опубликован приказ императора об упразднении Абхазского княжества. В июле 1864 года российская администрация окончательно упразднила Абхазское княжество, и последний владетельный князь Михаил Шарвашидзе был переселен в Россию. Российская власть приняла решение о выселении абхазов. С апреля по июнь 1867 года шел процесс насильственного переселения абхазов. Нам известны официальные цифры. Тогда было выселено 19 342 абхаза. Потом, уже в 1877 году, в Абхазии произошло еще одно антироссийское выступление восстания абхазов. За этим последовала еще одна,
вторая волна переселения абхазов в 1877 году. И тогда переселилось примерно 32 тысячи абхазов. Русские сказали, что следует истребить этот народ, и начали гонения на них. Сказали, что здесь начинается война русских, и приходили к абхазам, чтобы будто спрятать этих людей и спасти их от войны. Они изгнали абхазов. Мой свекор говорил, что при переселении их убеждали в следующем. Здесь должна начаться война, и вас всех перебьют в Сухуми. Поэтому мы перевозим вас в другое, мирное и безопасное место, чтобы где-нибудь спрятать, укрыть вас. Вам нельзя здесь быть, поскольку в Абхазии беспорядки. Мой свекор говорил, что когда их усадили в корабль и их вещи погрузили на корабли, тогда по кораблю распространилась весть о том, что их везут в Турцию и намереваются там расстрелять вообще всех абхазов. Услышав это, кто где прыгал в море. Поэтому мы, абхазы, так разбросаны. Дед вернулся в Сухуми, предки оттуда. Абхазский знаю. Родной язык не потеряешь. Смотришь по телевизору, да, вижу, в Сухуми в основном по-русски говорят. Редко, когда вот выступают, чтобы... Просто интересно нам, чтобы услышать абхазское слово. Как они говорят по-абхазски там. Может быть, мы по ошибке это говорим. Было 3 этапа мухаджирства. Тогда в Абхазии абхазов практически не осталось. Наш род и мои близкие здесь, в Батуми, почти все приехавшие и осевшие здесь в 1864 году. Я также знаю одну такую историю, что потомки тех абхазов, которые попались в эту суматоху и погибли в Черном море, рядом с побережьем Батуми, не ели рыбу, представьте себе, на протяжении целых 100 лет. Например, мой отец тоже не ел рыбу. Это вызывало ассоциации с утопленными абхазами. Представьте себе, я тоже не ем рыбу. Как будто мне генетически передалось это. Я вообще терпеть не могу рыбу. В XIX веке, когда мы, грузины, сами были покорены русскими, а вместе с нами и абхазы, произошел очень интересный факт. В этот период, когда российская власть насильственно прогоняла, переселяла абхазов в Турцию,
Очень часто были в Абхазии такие случаи, когда грузинское духовенство, кстати, большинство из которых знало абхазский язык и проповедовало свою паству на абхазском, успевало крестить население в христианство. Вот эти люди, грузинские священники, практически спасли абхазов от того, чтобы их целиком не прогнали и выселили в Турцию, поскольку тогда изгнание абхазов происходило по религиозному признаку. В основном из Абхазии прогоняли мусульман, дабы они не поддержали турок, а тех, которые не были мусульманами, не выселили. Из них, например, только Гавриил Кикодзе, епископ Имеретинский и Сухумский, за время своей деятельности крестил 18 тысяч абхазов. Представьте себе, какое это количество. Любой грузин, любой негрузин может приехать в Геладский монастырь, посетить могилу и почтить память этого епископа, этого святого человека. Посетитель Гелати может увидеть, что на могильном камне епископа Гавриила Кикодзе на эпитафии в правом нижнем углу есть медная пластинка, на которой написано, что этот человек крестил 18 тысяч абхазов. То, что это достоверный факт, подтверждается и документами, но самой этой эпитафией также подтверждается. Как вам известно, на могильном камне ложь не пишут. Гавриил Кикодзе, епископ Имеретинский и Сухумский, спас тех 18 тысяч абхазов от изгнания в Турцию. К сожалению, одна часть сегодняшних абхазов все это забыла. С 1867 года, после первого абхазского восстания и первой волны махаджирства, епископ Имеретии Абхазии, то есть Западной Грузии, Гавриил Кикодзе, в течение 4 лет окрестил более 13 тысяч абхазцев. Наш епископ делал это так, как опасался на примере адыгейцев, что факт язычества и мусульманства абхазцев будет использован русскими как повод для их поголовного изгнания со своей родины. Но и это не помогло. Среди махаджиров-абхазцев, которые покинули родину в октябре 1977 года, кроме мусульман были и христиане. Мне понадобилось больше 2 лет, чтобы собрать разбросанных по Турции моих родных и близких, которые все были христиане. Тамара Анчабадзе Аджба, из христианского княжеского рода. Фамилия Аджба, по утверждению историка Вахушти Багратиони, является одной из древнейших не только в Грузии, но и на всем Кавказе. Часть представителей рода Аджба, переселившиеся в Джавский район Шида-Картли в средние века, стали называться Мачабели. До Шервашидзе, эриставами Абхазии, был род Анчабадзе Аджба. На последние средства мы наняли судно «Агиос Петрос». Вначале нас было не больше 200 человек. Но когда другие наши соотечественники узнали, что мы собираемся вернуться на родину, пришло столько людей, и все просили взять их с собой. Мы не могли им отказать. Поэтому нас набралось 1200 человек на небольшом судне. Мы отправились домой, уповая, что православные русские не погонят нас обратно к туркам и не дадут нам умереть в море. 15 августа мы написали письмо на имя министра иностранных дел России Михаила Лорис-Меликова. Мы, жители Сухумского отдела, православные христиане, сделавшиеся во время минувшей войны жертвами турецких войск, были ими насильственно забраны семействами в Турцию. Ныне мы в числе 1200 душ, угнетенные варварским обращением турецкого правительства,
успели, наконец, вырваться из их рук, прибыли на свой счет на вольном судне 12 августа в Батумский порт и просили водворить нас на местах жительства. Здешнее начальство отказалось принять нас, не позволило выйти на берег, требуя возвратиться в Турцию. Остается выбрать: или вернуться жертвами преследующего нас турецкого правительства, или утопиться всем нам разом в море. Предпочитаем последнее. Ввиду сего осмеливаемся просить исходатайствовать нам спасение от неминуемой гибели 1000 христианских душ, ни в чем не повинных, особенно детей наших, их, коих немалое число, ежедневно умирает с голоду на море в судне, на котором мы навалены все без хлеба и воды. Ожидаем спасающей нас милости православного русского правительства или окончательного смертного для нас приговора. Абхазы думали, конечно, это не касается всех, но давайте не будем обманывать себя. Большинство из них размышляло так, что Россия даст им реальную независимость. Но оказалось, что это не так. Параллельно они надеялись на то, что, если Абхазия станет независимой, тогда кто-то должен будет занять место изгнанного грузинского населения, поскольку неосвоенной осталась бы очень большая территория, что им было бы не очень-то выгодно. Тем более, что численное их количество не очень велико. Поэтому они надеялись на то, что из Турции и Сирии, также из других восточных стран, расположенных на территории бывшей Османской империи, они вернут потомков своих соплеменников, то есть мухаджиров, изгнанных Россией в XIX веке. Но этого не произошло. Массовое прибытие мухаджиров в Абхазию осталось неосущественным. Кстати, на это есть свои причины. От многих мухаджиров я лично знаю, почему они не переезжают, не перебираются в сегодняшнюю Абхазию. У них такая логика. У нас, скажем, в Турции или Сирии или где-то уже устроена наша жизнь. Мы живем здесь уже несколько поколений. Здесь у нас есть могилы наших предков, у нас на этой территории есть бизнес, здесь у нас есть наше хозяйство, здесь есть наша родня и так далее. Вот, все это мы должны оставить и уехать туда, где пока не выяснено, что происходит. Это прагматические рассуждения. К этому добавляется еще один фактор, который они подчеркивают. Потомки мухаджиров говорят: если мы уйдем отсюда, куда мы должны пойти? Наши предки были изгнаны русскими, они и ныне господствуют там, в Абхазии, и нам снова к русским вернуться, что ли? Нам стать их рабами? Естественно, у них возникают такие логичные вопросы. Поэтому после войны, в протяжении последних 20-23 лет в Абхазии очень мало абхазов вернулось из других, восточных стран, что оказалось недостаточно для изменения демографической ситуации в пользу абхазского народа. Сегодня в Абхазии, практически, как видно из всех данных, большинство армяне. Самыми многочисленными на сегодня кажутся армяне. Второе и третье место делят абхазы и грузины, которые представлены примерно в равном количестве.